На строительство новых домов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в Вилюйске выделили больше миллиарда рублей. Однако сегодня больше 400 семей ожидает переезда в новые квартиры. О том, как идет стройка и как скоро жители получат ключи, расскажут наши коллеги. Правительство республики в лице Министерства строительства заключило соглашение с муниципальным районом Вилюйский Улус как с участником федеральной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Всего финансирование объектов составило чуть больше миллиарда рублей. Новые дома по плану должны строиться в микрорайоне Котер. 4 блокированных 24-квартирных жилых дома. Вот из-за долгих судебных разбирательств отстали от графика. Этап 2016 года, вот этого года, 155 квартир. Одна из острых проблем газового сердца Якутии, поселка Кызылсыр, социальное состояние поселка. За последние годы не строится жилье. Вот уже на протяжении многих лет жители поселка добиваются улучшения жилищных условий. Мы срочно подготовили документы и вошли в муниципальную программу районную по расселению ветхого аварийного жилья. У нас всего 36 домов, но мы уже часть домов снесли, часть людей из этих домов расселили в более-менее приемлемое жилье, которое у нас есть в поселке. 4 дома снесли, подготовили земельные участки для строительства будущих домов. И 25 домов у нас вошло в муниципальную программу. Сейчас в феврале месяце наш представитель Вилюйского района уехал в составе делегации от Якутии, уехал в Москву решать вот эти вопросы по финансированию этой программы. Очень надеемся, что в этом году у нас уже какая-то стройка начнется, сдвинется с места этот вопрос. Иметь крышу над головой очень важно, но не менее важно, чтобы жить в доме было безопасно и комфортно. Поэтому жители аварийных и ветхих домов, которые попали в программу, с нетерпением ждут, когда получат ключи от новых квартир. Анна Васильева, Николай Солдатов, Иннокентий Колесов, НВК Саха, Вилюйск.